самое важное и интересное за эту неделю. И участникам, и организатору за митинги 23 января выписали штрафы. Месяц канул, денег нет. Общественники Ухты не могут получить почтовые переводы. Итоги минувшего года. Следственный комитет о статистике и опасностях. Церемония посвящения. Ухтинские школьники вступили в ряды юнармии. И сердце отдаю детям. В Ухте прошел муниципальный этап всероссийского конкурса. Смотрите прямо сейчас. В прошлое воскресенье, 23 января, активные ухтинцы вышли на главную улицу города с шествием, которое было завершено мирным митингом у Дворца культуры. Колонна, которая, несмотря на почти 30-градусный мороз, насчитывала порядка 100 человек, прошла по Ленина, скандируя «Свободу Навальному! Свободу России!». Изначально митинг был организован в поддержку арестованного Алексея Навального. Его сторонники активно приглашали граждан погулять 23 января, но на демонстрацию вышли и те, кто не столько поддерживал оппозиционера, сколько хотел выступить по поводу актуальных проблем общественно-политического характера. И хоть Конституция гражданам дает полное право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, организаторы, видимо, не уведомили органы местного самоуправления о проведении публичного мероприятия, в связи с чем митинг был признан незаконным. 24 января было вынесено решение суда в отношении уроженки Волгоградской области, которую признали организатором митинга. В пресс-релизе суда сказано, что именно она выступила с речью перед участниками, возглавила шествие, а после поблагодарила пришедших за неравнодушие к данному публичному мероприятию, признанному незаконным. Девушке назначили 10 тысяч штрафа, вину она не признала. Еще одному участнику за нарушение установленного порядка проведения митинга вменили штраф в размере 5 тысяч. Позже, 28 января, суд состоялся над еще одним участником. Административное наказание в отношении 22-летнего ухтинца, также штраф на 5 тысяч. В нашу редакцию обратился председатель общественной организации «Ухта Спас». Вот уже почти месяц волонтеры его организации не могут получить присланные им через Почту России денежные переводы. Предыстория такова. Общественники еще в ноябре попросили помощи у одного из видных политиков, написав коллективное письмо. Политическая партия решила людям помочь и в конце декабря прислала почтовые денежные переводы. Вот тут-то и произошла неувязочка. Уведомления пришли на подписавших письмо, но в письме был указан лишь один адрес. Все почтовые извещения были присланы на мой адрес, да, их порядка 24 уведомлений. Но сотрудник почты, занимающий как должность начальника отделения Ухта-1, а также оператора, нарушает свои должностные инструкции и не выдает почтовые уведомления почтальону для того, чтобы почтальон доставил их на почтовый ящик. И чтобы можно было оповестить тех людей, кому была конкретно оказана помощь из благотворительного фонда Жириновского. В ходе попыток разобраться возник уже личный конфликт. У героя нашего сюжета появилось, прям скажем, негативное отношение к конкретному работнику почты. Потому что никто не может объяснить, в чем проблема. Переводы в конечном счете все равно получает каждый гражданин при предъявлении удостоверения личности, а вовсе не тот, кто прописан по адресу получения извещений. В попытке угадать, кому же из волонтеров полагаются деньги, 5 все же вычислили. Они пришли на почту, там получили извещение и после перевод. Только вот общественникам хотелось бы знать, чьи 19 еще зависли. Число подписавших письмо гораздо больше, чем 24. Почему вы не выдаете почтальону почтовое уведомление, и она не доставляет на почтовый адрес извещения? Кому, вам? Да, на мой почтовый адрес. Что неправда? Все почтовые уведомления на ваш адрес мы доставляем. Хорошо, пожалуйста, пришли почтовые вот это, больше я ничего не это, вот это наш представитель нашей почты, Сара Светлана Николаевна. Все вопросы. Вы мне, пожалуйста, объясните, пришли пожертвования от Жириновского. Почему не выдаете уведомления?
Василий Гермогенов уже писал жалобу, ему пришел ответ, который его не устроил. Также руководитель Ухта-Спаса говорит, что после попытки что-то выяснить, нагоняй получил почтальон, который якобы не доставляет уведомления. Сам же герой нашего сюжета считает, что их даже не пытались доставлять. Мы, в свою очередь, позвонили главному специалисту по корпоративным коммуникациям Федеральной почтовой связи Коми Светлане Сары, которая нам сообщила, что вопросом уже занимаются, а также, что почта Коми сожалеет о произошедшей ситуации и в срочном порядке проводит служебную проверку. Также Василию Гермогенову пришло письмо с извинениями. Правда, на момент подготовки выпуска долгожданных извещений в почтовом ящике так и не было. Начальник отдела Следственного комитета по Ухте подвел итоги работы в прошедшем году. Сергей Гнускин рассказал о том, что количество преступлений, расследование которых входит в полномочия его ведомства, упало. За 12 месяцев следователи расследовали 192 преступления. Это на 18 меньше, чем в 19-м. Тяжких и особо тяжких из них 50. Вдвое меньше стало убийств, снизились случаи насильственных половых преступлений. На опасение вызывает тот факт, что участились случаи развращения малолетних. При этом обвиняемые в этих делах взрослые совершали преступления через интернет. В связи с этим Следственный комитет обращается к родителям. Проявите внимание к детям. Постарайтесь узнать, с кем ребенок общается в соцсетях и мессенджерах. Самой юной потерпевшей в подобном деле было всего 9 лет. Лица, которые совершают данные преступления, психологически, как говорится, входят в контакт психологически с детьми и общаются на том же уровне, скрывая свой возраст, общаются, психологический контакт находят, доверительные отношения вступают, и потом уже развратные действия переходят полномерно. То есть необходимо родителям все-таки реагировать адекватно и смотреть, и то, что там у детей коды стоят, то есть нужно как-то с ребенком разговаривать и проверять у него, дабы недопущение, чтобы в отношении детей не совершалось таких преступлений. И нормальное психологическое половое вызревание у детей происходило на должном уровне. В целом преступность в отношении детей осталась на прежнем уровне, но есть и положительные моменты в статистике, связанные с несовершеннолетними. Уменьшилось количество преступлений, которые совершают сами подростки. Несколько лет назад был всплеск преступности, связанный с оборотом наркотиков. Среди подсудимых были дети. Многие из них получили реальные сроки лишения свободы. В 2020-м подростковая преступность упала почти вдвое. Зарегистрировано таких случаев у нас было 16, аналогичный период прошлого года 34, практически в 2 раза. В основном это имущественные преступления, совершенные группой лиц. Преступлений против личности на территории Ухты стало также меньше. В прошедшем году были оглашены приговоры по некоторым резонансным делам. Это коррупционные преступления. Вынесен приговор мужчине, напавшему на продавца овощного павильона. 15,5 лет за покушение на убийство дал ему суд. В 2020-м вынесен приговор и убийце Анастасии Щетининой, а также его сообщнице. Теперь в отделе расследуют ряд преступлений, которые также вызвали общественный резонанс. К примеру, пожар в нефтешахтах. Буквально на днях на поверхность были подняты тела 2 погибших горняков. Проводятся следственные мероприятия. На сегодня в следственном отделе трудится 11 следователей. К слову, совсем недавно ведомство отметило первый круглый юбилей – 10 лет. Если подвести, посмотреть итоги нашей работы, посмотреть на цифры, то можно отметить, кратенько, если возбуждено, сообщений поступило в наш отдел, это порядка 13 тысяч сообщений. Из них возбуждено уголовных дел это 1500. По уголовным делам окончено уголовных дел порядка 1257. У меня цифры есть конкретные. Ущерб по уголовным делам составил 1 миллиард, получается 216 миллионов. Возмещено ущерб, получается, возмещен. Это 403 миллиона, и на 300 миллионов было арестовано имущество. Ежегодно в Ухтинский отдел Следственного комитета приходят новые молодые следователи. За последние годы сюда пришло 5 молодых специалистов. Если у вас есть желание бороться с преступностью и войти в состав этого коллектива, до 1 апреля вы можете получить направление от Ухтинского отдела Следственного комитета в ведомственный вуз.
Вечером 27 января в здании бывшего училища номер 30 прошла торжественная церемония посвящения в ряды юноармейцев ухтинских школьников. Это первое подобное мероприятие в году после продолжительного перерыва. В этот раз значки удостоверения юноармейцев получили бойцы спортивной секции Федерации военно-тактических игр, 22 школьника от 8 до 16 лет. Главная цель организации, в ряды которой они официально вошли, по словам начальника штаба юнармии в Ухте, научить детей родину любить. И быть сильными, отважными, и поднимать нашу Россию на высокий уровень. Ну, как и гражданское, так и военно-патриотическое у нас воспитание идет. Участвуем в реконструкциях Великой Отечественной войны, проводим уроки мужества. Сама церемония посвящения в юноармейцы заключалась в первую очередь в принятии клятвы всеми участниками мероприятия. Выстроившись по стойке смирно, ребята поклялись всегда быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, стараться хорошо учиться и вести здоровый образ жизни. Всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь! Клянусь! Соблюдать устав юнармии, быть честным юноармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь! Клянусь! Также одной из важных целей юнармии, по словам начальника местного штаба, это чтить значимые даты и не забывать о подвигах предыдущих поколений. Не случайно церемония вступления в ряды юнармии совпала с одним из главных дней воинской славы России – днем полного снятия блокады Ленинграда. В Ухте стартовал очный этап муниципального конкурса «Лестница успеха». Это один из первых этапов всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», участники которого – педагоги дополнительного образования. Конкурс, в отличие от других педсостязаний, имеет свое особенное название, ведь к этим учителям дети идут действительно по зову сердца – развивать свои таланты и способности в неформальной обстановке. Проводится этот конкурс не каждый год, но в Ухте уже может считаться традиционным. Не первый раз его организуют на базе детского центра искусств, который располагается в школе номер 20. Из-за пандемии несколько конкурсных состязаний провели заочно. Это визитная карточка, послание педагогическому сообществу и занятия с детьми. Очно на суд жюри участники выполнят еще 2. Это первый этап, это проектная деятельность, насколько педагоги сегодня включены в эту деятельность, сами могут построить проект, а соответственно, если они имеют компетенции в этой области, они могут этому научить и наших детей. Второй момент – это педагогические ситуации, непростые педагогические ситуации, которые будут представлены нашим участникам. И в течение 10 минут 3 педагогические ситуации они должны будут разобрать и представить свое педагогическое решение. Принять участие в конкурсе в этот раз решились 4 педагога. Ксения Бойцова из Ухтинского технического лицея, Светлана Габова из детского центра искусств, Татьяна Рочева из Центра юных техников и Алина Капаница из Центра творчества имени Генриха Корчевского. По итогу всех конкурсных заданий лучшей стала Ксения Бойцова, руководитель детского театра «Ступени». Именно она представит Ухту на республиканском этапе конкурса. Очные конкурсные мероприятия которого пройдут в марте в столице Коми. В понедельник, 25 января, все студенты отметили свой, можно сказать, профессиональный праздник. Татьянин день или День студента отмечается в конце января вот уже очень много лет. Святая Татьяна с 19 века считается покровительницей российского студенчества. Обычно в этот день те, кто неустанно грызет гранит науки, развлекается как только может, по праву. Учащиеся Ухтинского университета в 2021 решили устроить в спорткомплексе «Буревестник» невеселые старты. Почему же не веселые? Да потому что от традиционной спортивной игры на «кто выше, быстрее, сильнее» в этот раз отошли, решив разбавить спорт вопросами на эрудицию и смекалку. Проходит у меня квест, так скажем, хронология. Дано 10 правителей России, и они должны их сделать в хронологическом порядке. Судя по тому, как они справляются, кто-то справляется очень быстро, буквально только увидели, сделали, а кто-то приходит, тяжко некоторым дается.
Те, кому задания давались уж слишком тяжко, отдувались физкультурой, бегали или приседали. Но за старания, как умственные, так и физические, организаторы после вручили призы и подарки. Также в День студентов в университете прошли и другие мероприятия. Массовое катание на льду, музыкальная битва, а также традиционная встреча актива с руководством вуза.